Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем буддийский путь, и с вами Тензин Байлак. В год семьи мы посвящаем эту передачу известному тувинскому учителю Джампе Ладой, Апожол Шуруковичу Сату, который родился 21 августа 1975 году, его не стало в 2020 году. Это был один из камбы-лам Республики Тува 2005 по 2010 год, и он был главой буддизма в 2019 по 2020 год. И Джампе Ладой родился в село Хундерге Дзухемского Кажуна. После обучения он поступил в Санкт-Петербургский Дацан, буддийский университет. Обучившись там несколько лет, он продолжил свое обучение в Дрипунгоманге, начиная с 1997 году. И он вошел в пятерку первых учителей и закончил курс пряжни парамиты, отучившись 9 лет. И после приезда он был один из высокообразованных тувинских учителей, и поэтому за годы своего правления он очень много сделал для нашей республики. За годы его правления буквально по всем районам Кажуна были построены субурганы. Благодаря ему был создан проект или макет строительства Устюхуре, и благодаря ему и поддержке Сергея Кужугетовича Шойгу был построен один из самых знаменитых хурей, Устюхуре, и до сих пор эта хурея работает, и он занимался строительством этого хурея совместно с местными жителями Дзухемского Кажуна. И когда он стал возглавлять в 2019 году развитие буддизма, то он также продвинул этот проект по строительству большого храма Туптенши Дублинг. И этот проект завершили культурный фонд Кужугета Шойгу. И буквально в прошлом году было открытие этого хурея. И поэтому в год семьи мы пригласили в студию семью Джампе Ладоя. Это его супруга Камила Алексеевна и его сын Тензин. Здравствуйте, Камила Алексеевна и Тензин. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем отце, о Джампе Ладое. И расскажи, пожалуйста, о том, как ты учишься хуракам Туптенши Дублинги. Мы знаем, что ты там как бы первый такой хурак, попал в первую группу. И как ты там учишься в хуре? Нормально. Нормально, тебе нравится, да? Да. А чему ты там учишься? Что ты там изучаешь в хуре? Какие предметы изучаешь? Буквы, которые... Тибетские буквы, да? Угу. А кто является учителем? Кто преподает тебе? Тувинский пашкы, да? Угу. А тебе нравится ходить в хуре, да? Да. Почему? Там мои друзья. А ты, когда большой станешь, будешь ламой? Да. Да. А вот, Камила Алексеевна, расскажите еще более глубоко о Джампе Ладой. Здравствуйте, Пема Тензин. Спасибо большое, что пригласили нас в студию. Благодарю вас, что помните моего супруга Джампе Ладой. В миру он был таким вот спокойным, жизнерадостным, семейным человеком, любил своих детей, очень много наставлений нам давал. Он был таким вот трудолюбивым, семейным, ценил свою семью и больше всего любил свой народ, тувинский народ. Я помню, что когда мы общались с ним, он всегда говорил, что хорошо, что народ развивается, что очень много появляется буддийской организации, очень много строится хуре, потому что это признак развития. Чем больше люди развиваются, тем лучше. И если народ развивается, тогда и общество развивается, государство развивается. И самое главное, чтобы эти организации, все хуре, они объединялись, они сотрудничали и вот могли находить общий язык. А еще, Камила Алексеевна, расскажите, как вы приобщаете своих детей к духовности, к буддизму? Сколько у вас детей? У нас в семье
3 детей, 2 старших дочек и младший сын Тенцин, получается. Как такового вот сильного влияния вот буддизма в нашей семье такого нету. Все добровольной основе, как они хотят, так и мы, вот, так я это. Ну, вы поддерживаете, Да, всецело поддерживаем. В целом поддерживаем. По мере возможности ходим в хорей, молебны, дома читаем мантры, зажигаем лампады. А как вы вот показываете детям, что это хорошо, а это плохо? В первую очередь я показываю тем, что на своем личном примере стараюсь заниматься благотворительностью, приглашаем детей инвалидов, ну, детей особенно так получается, кормим вот, собачек бездомных, вот, часто стараемся помогать. И особенно зимой вот, птичек кормим. Вот. Как можем, так и стараемся. А тебе нравится кормить животных? Да. Да. Мама тебе покупает прям мешками, да? И ты прямо так кормишь? Да. И кошек, собак, и птиц, да? Мгм. Я помню, что когда Джампе Лодой находился в Сечерлинге, в этом храме, всегда было очень много еды, люди приходили, и он говорил, что нужно почаще кормить людей. Это накопление благих заслуг, потому что если мы делимся с едой, с пищей, то это знак такого, это практика, да, даяния, щедрости. Это на самом деле очень благой признак, что человек, он не жадный, он может поделиться и помочь таким образом голодным людям, животным. Действительно так. Он даже сам говорил, что те люди, которые, например, продают чебуреки, вот, они такую хорошую, благую карму приобретают. Вот. Это самое лучшее. То, что... Особенно кормить монахов, посвященных монахов, которые держат обеты и которые берут обет безбрачия, кормить таких вот учителей на самом деле очень... Это один из способов накопления благих заслуг, и поэтому наш народ старается накормить учителей, они приглашают к себе домой, чалалажи, и они очень много дают еды, это подношение еды. И вы можете также приглашать учителей монахов Туптеша Дублинг, это либо поделиться с обедами, накормить обедом, либо ужином, то есть пригласить их домой и там вот не только накормить их, а также вы можете дома совершить те или иные ритуалы, если у вас нет времени попасть в хюре. Вот. И хотелось бы еще раз напомнить, что благодаря Джампе Лодою, благодаря его усердию, его стремлению воздвинулся проект Туптенша Дублинга. И поэтому как хорошо, что у нас есть такой хюре. И позвольте мне еще немного рассказать о программе, те ритуалы, которые проводятся в Туптенша Дублинге. В Туптенша Дублинге сейчас находятся 4 монаха. Главой делегации является Хаджок Ринпоче. Далее это Геше Наванг Лобсанг, это мастер по песнопению, а также Геше Наванг Джампа, это мастер по возделыванию торма, а также Геше Анье. И все они ежедневно проводят молебны. Во вторник они читают ритуал Гонпо, посвященный черной Махакали. И те, которые сидят на этом молебне, они получают мощную защиту. Каждую среду монахи начитывают ритуал Гялва Шабден, он посвящен хвале Далай-ламе. И каждый день они проводят Сержим, Янгук, Ямантаку начитывают. Также каждый четверг там ритуалы меняются. Например, 1 августа, в следующий четверг, там проведут Курум Намсум. Это ритуал, который основан на
божества долголетия, как Аюш, Долгар и Намгелма. В каждую пятницу монахи начитывают молебен Зангчо Монлам. Это царский молебен умершим и живым. И также там проведут Ямантаку, Сержим, Янгук. Это особые ритуалы. И в эту субботу, 27 июля, проведут очень тоже 12 часов будет Алдын Херел, и в 5 часов тоже будет ритуал на основе Дукар. И в следующую субботу, это 3 августа, будет 12 часов в Рамне. И в следующее воскресенье, это будет 3 июля в субботу, 12 часов будет Ямантака, в 5 часов Седо, Хамчунак по Джагнан Каток. Это те ритуалы, которые будут устранять проблемы, устранять споры, судебные тяжбы, гнев власти имущих, устраняет наветы и сплетни. 4 июля, в воскресенье, 12 часов будет Мандал Шива, и в 5 часов Ямантака Сержи. Мы приглашаем всех наших жителей на молебные, которые проходят в Туптенши Дублинге. Вот. И мы тоже вас приглашаем, почаще приходите в Туптенши Дублинг. Вот, Тензин, когда ты рядом с монахами сидишь, я просто видела очень часто, когда монахи читают молебен, и ты рядом сидишь, ты тоже четкими читаешь, да, мантры. А какие ты мантры знаешь? Он мани Пазанати и Ом Мани Пазанати. Арапазанади. Но это самая главная мантра Ом Арапазанади. И если дети читают Ом Арапазанади, у них развивается интеллект. Камила Алексеевна, вы как вот практикуете? Что делаете в семье? Ну, супруг, можно сказать, просил часто читать мантры. Ну, это как бы получаем благословение. Да, избавляемся от плохой кармы. Часто вот, ходим в молебны, посещаем хурей, да, как по мере возможности. Когда вы приходите в хурей, Туптенши Дублинг и другие хуреи, когда вы видите монахов, лам, какое у вас восприятие идет? Что вы чувствуете? Я вот отношусь к монахам с глубоким уважением, так как они являются такими вот духовными носителями, да, вот, учения Будды, да, получается, буддизма. И вот, воспринимаю их не только как простых людей, да, получается, они как вот священные люди, да, вот, к ним нужно относиться с уважением. Плохое не думать, да, получается. Какой бы лама не был, да? То есть всегда нужно проявлять уважение, да. что бы это ни было. Супруг говорил то, что его святейшество Далай-лама говорил то, что нужно к любому монаху нужно относиться с уважением. Вот я тоже вспомнила слова Джампила Дойка, и когда они учились в Дрипунгу Манге, Далай-лама говорил, что именно вы, тувинские учителя, можете передать всю буддийскую философию простому народу, простым языком. Вы те люди, которые можете развивать буддизм. И на самом деле тут нельзя разделять, да? Тут нельзя прям расчленять там. Нужно ко всему относиться равностно. Получается, наши драгоценности, да, как бы правильно выразиться. Я думаю, что это просто золотой фонд нашей нации, народа. Основа буддизма, без них нам никак. Да, без учителей, без людей, которые носят такие драгоценные знания, которые перерождаются. То есть человек же, он же с малых лет уже был подготовленный, говорят, подготовленный сосуд. То есть, мне кажется, когда мы тоже проводили научные исследования в Сечерлинге, проводили опрос среди 35 лам. Мы когда задавали вопрос, у вас был в роду, в семье лама, буквально 80% сказали, что да, у нас был там прадед лама, прапрадед лама, у нас были учителя инджи-ламы. То есть они не просто приходят в буддизм, они все равно, может быть, в прошлой жизни были учителями с такими большими знаниями. И они перерождаются, правильно? Действительно так. Поэтому надо их поддерживать. Самое главное, им нужно создавать условия. Если они принимают обеты, гелонг,
гицу, да, это такие монашеские обеты, тогда просто нужно создавать эти условия. И нельзя как попало относиться к таким святым людям. Те люди, которые прям с малых лет решают стать ламой, нужно их всецело поддерживать. Тензин, а мама тебя хорошо поддерживает? Да. Она тебя хорошо кормит? Да. Ясно. Ну, в завершение нашей передачи мы, наверное, обратимся к нашим телезрителям. Что бы вы хотели передать, сказать? Да, пользуясь случаем, вот, хочу выразить благодарность на своем родном тувинском языке. Біздің берге коваралды, берге еді. Бітоғарда қалын сұнық берген, тавачанға ұлу ләчеттірген мелер еттірмен. База алышқаш, жолбан вәлеш қаралға, таваның жазанға, чөнкемчеңдің чағырғазынға балғаш, ташу тамба таршовичке, таваның қамбыламазы келек нацық таршова, таваның қамбылама еркелерінге шүтті лама башқаларызға, çoğuk terelderiyizge, açağıstın eşeğirімге ұлы жетіргенлер едіп, жерге жетірмеге тұрыстырбыз. Сілеріне үргілчі ұдықты үшетіне қамап жарылбыз. Людмила Алексеевна, мы тоже благодарим вас, что вы прям воспитываете детей своими усилиями, что вы прям поддерживаете такого замечательного Тензин. Это прям наше будущее. Мы будем надеяться, что ты прям отучишься, все освоишь, у тебя будет такой багаж знаний. И ты ходишь в разные секции, да? Ты прям всесторонне развиваешься. Поэтому то, что ты приходишь в Хуре, то, что ты прям рядом с нами сидишь, для нас это большая честь и большая радость. Мы так рады, что ты пришел к нам. И мы будем тебя ждать в следующий раз. Ты почаще будешь говорить уже нашему народу, нашим телезрителям. Все, что ты думаешь, ты будешь тоже так же передавать и говорить, что такое хорошо, а что такое плохо. И поэтому, дорогие наши друзья, мы благодарим Джампыл Одоя, то, что он сделал многое для нашей республики, для нашего народа. И поэтому мы всегда будем помнить о нем и, наверное, будем проводить различные мероприятия в честь него и будем думать о том, как же памятовать всех наших известных, выдающихся учителей, которые сделали большой вклад для развития буддизма в Туве. До свидания. До свидания. До свидания.